счастье тому, кто прошел сквозь огонь и войну, кто не встретил с друзьями весну и не встал на колени в плену, кто как танка сумел умереть, не успев свою песню допеть. Твои песни, Муса, не умрут, твои песни они допоют, те, которых ты даже не знал, те, которым ты сердце отдал. Над Казанью проснулась заря, и, встречая ее у Кремля, молчаливо застыли поэт и мальчишка. Здравствуйте, дорогие друзья! В эти февральские дни 2021 года все мировое сообщество отмечает 115-летний юбилей выдающегося татарского поэта, лауреата Ленинской премии, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. И сегодня артисты Казанской городской филармонии рады приветствовать вас на литературно-музыкальном вечере, посвященном нашему великому соотечественнику Мусе Джалилю. Открывает нашу концертную программу музыка Салиха Сайдашева, слова Мусы Джалиля. «Жырлары» для вас поет заслуженный артист Республики Татарстан Айдар Гавдинов. Концертмейстер, лауреат всероссийских и международных конкурсов Айгуль Зайнуллина. Дорогие друзья, а мы с вами познакомимся с творчеством и биографией великого татарского поэта Мусы Джалиля.
Муса Джалили родился в татарской деревне Мустафино, бывшей Оренбургской губернии, 15 февраля 1906 года в крестьянской семье. В 6 лет он пошел учиться в сельский мектеп. Вскоре семья в поисках лучшей доли переехала в Оренбург. Отцу удалось устроить сына в медресе Хусаиния. Оно считалось прогрессивным по тем временам. Наряду с обязательным изучением Корана здесь изучались и светские дисциплины, велись уроки родной литературы, рисования и пения. Когда весной 1919 года в окруженном белогвардейцами Оренбурге возникла комсомольская организация, 13-летний Муса записывается в ряды Союза молодежи, рвется на фронт, но, конечно же, его не берут. Маленький, щупленький, совсем еще мальчишка. Вернувшись после смерти отца в родную деревню, Джалиль создает детскую коммунистическую организацию «Красный цветок». Чуть позже мы вернемся к биографии Мусы Джалили, а сейчас артисты Казанской городской филармонии продолжают концерт. Я приглашаю на нашу импровизированную сцену заслуженную артистку Республики Татарстан Гульшан Имамиеву. Назип Жиганов, ария «Алтын чеч» из оперы «Алтын чеч».
несколько общих тетрадей со стихами, рассказами, пьесами юного Мусы. Уже с первых, пока что наивных опытов чувствуется стихийный демократизм начинающего автора. Жизнь моя для народа, все силы ему, я хочу, чтобы и песня служила ему. За народ свой я голову, может, сложу, собираюсь служить до могилы ему. Раннее творчество Джалили носит на себе явные следы влияния демократической татарской литературы начала XX века, в особенности поэзии Габдулла Тукая и Мажида Гафури. С их творчеством стихи Мусы сближает гуманистический пафос, сочувствие к угнетенным, непримиримость к злу во всех его видах. А сейчас лауреат всероссийских и международных конкурсов Рустем Насыбуллин исполнит для вас песню военных лет «Темная ночь». Она была написана в 1943 году для фильма «Два бойца». Музыка Никиты Богословского, слова Владимира Агатова. «Темная ночь». Мусы Джалили 20-х годов нашли образное выражение высокие идеалы нового поколения.
чистота чувств, искренность, страстное стремление служить народу. Вошла стрела под сердце, нараспашку открыта мне неведомая новь, течет на белоснежную рубашку моя еще бунтующая кровь. Пусть я умру, но вы, кто по соседству окажетесь в иные времена, взгляните на рубашку кровью сердца, в тревожный цвет окрашена она. Наш концерт продолжает лауреат всероссийских и международных конкурсов Гульназ Гафурова. Музыка Музафарова, слова Мусы Джалиля. Живек Жиганда. Предвоенные годы отмечены в творчестве Джалиля, усилившейся тягой к эпической широте изображения. В это время им создано несколько крупных эпических поэм. Очень интересна неопубликованная при жизни автора поэма «Директор и солнце», своеобразная по характеру и стилистическому рисунку поэмы «Джиган» и «Письмоносец». В конце 30-х, начало 40-х годов Джалиль работает заведующим литературной частью Татарского оперного театра. Писатели Татарии выбирают его руководителем своей организации. Джалиль по-прежнему в гуще жизни живет новыми творческими планами, задумывает роман из истории комсомола, начинает поэму о современной деревне. Война перечеркнула эти планы.
На сцене заслуженный артист Республики Татарстан Айдар Габдинов. Назим Жиганов, ария Джалиля из оперы «Джалиль». Простились мы, и с вышитой каймою платок родные руки дали мне. Подарок милый, он всегда со мною, ведь им закрыл я рану на войне. Окрасился платочек алой кровью, напомнив мне о чем-то, о былом, как будто наклонилась к изголовью моя подруга в поле над огнем. Перед врагом колен не преклонял я, не отступал в сражениях ни на 5. О том, как наше счастье отстоял я, платочек этот может рассказать. На сцене заслуженная артистка Республики Татарстан Гульшат Имамиева. Сагыню. Музыка Хабибуллина, стихи Мусы Джалиля.
июня 1941 года на второй день войны Джалиль отнес в военкомат заявление с просьбой направить его на фронт, а 13 июля надел военную форму. Окончив краткосрочные курсы политработников, он прибыл на Волховский фронт корреспондентом армейской газеты «Отвага». Началась жизнь политработника и военкора, полная трудностей, лишений и риска. Только на передовой линии можно видеть нужных героев, черпать материал, следить за боевыми фактами, без которых невозможно сделать газету оперативной и боевой, писал Муса Джалиль. На сцене лауреат всероссийских и международных конкурсов Рустем Насыбуллин. Музыка Рустема Яхина, стихи Мусы Джалиля из цикла «Моабитская тетрадь Жарлары». В конце июня 1942 года Муса Джалиль попал в плен. Когда читаешь даже самые безысходные строки Джалиля, в душе не остается чужого чувства. Наоборот, чувствуешь гордость за человека, за величие и благородство его души. Человек, который так любит Родину, свой народ, так привязан к ним тысячами живых нитей, не может исчезнуть бесследно. Он существует не только в себе, для себя, но и в сердцах, в помыслах, памяти многих тысячи и миллионов людей. В моабитских тетрадях нет мотивов обреченности, пассивной жертвенности, как не было их в здоровой, влюбленной в жизнь душе поэта.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1956 года за исключительную стойкость и мужество, проявленных в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, Мусе Джалилю посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. А еще через год Комитет по Ленинским и государственным премиям в области литературы и искусства при Совете министров СССР присудил Мусе Джалилю первому среди поэтов Ленинскую премию за цикл стихотворений «Моабитская тетрадь». Я приглашаю на нашу импровизированную сцену всех участников нашего концерта, артистов Казанской городской филармонии. Заслуженная артистка Татарстана Гульшат Имамеева. Лауреат всероссийских и международных конкурсов Гульнас Гафурова. Заслуженный артист Татарстана Айдар Габдинов. Лауреат всероссийских и международных конкурсов Рустем Насыбуллин. Лауреат всероссийских и международных конкурсов концертмейстер Айгуль Зайдинова. Литературно-музыкальный вечер провела заслуженный работник культуры Татарстана Ольга Завьялова. Дорогие друзья, спасибо за то, что сегодня вы были вместе с нами. Пусть все хорошее в вашей жизни только множится, а то, что огорчает вас, обязательно исчезнет. Грусть и печаль всегда обходят ваши дома стороной, а здоровье, что самое главное в нашей жизни, счастье, поселится в ваших домах навечно. Артисты Казанской городской филармонии каждый месяц будут проводить концерты, классические концерты. В этом месяце вот он посвящен памяти 115-летнему юбилею Мусе Джалиля, а в другие последующие месяцы будут концерты классической музыки. Следите за нашей страничкой в Инстаграм. Всего вам самого доброго, светлого и прекрасного. До новых встреч!